Россия, Удмуртия, промышленный и культурный центр региона Ижевск. Перед вами журналисты, которые объездили всю республику и знают много интересного. А это Таня Равилова, поэтесса, автор проекта «Рави пишет» и 3 музыкально-поэтических альбомов, радиоведущая, блогер и уже год как мама очаровательной малышки Нины, которая уже сегодня конкурирует с ней за охваты в социальных сетях. Именно Тане предстоит сегодня выполнить задание от журналистов и проверить себя на прочность. Привет, Тань, меня зовут Маша. Привет, Маша. Слушай, мы сейчас находимся на ферме, но эта ферма необычная. А еще наши девочки-журналистки подготовили интересные задания. Слушай, ты вообще давно была на ферме? Как думаешь, справишься? Я вообще не была на ферме, не знаю, много-много лет точно. А думаешь, получится подоить корову у тебя? Я никогда не пробовала, но открыта новым испытаниям, вообще каким-то новым экспериментом. Задача блогера – узнать новое об Удмуртии, а журналистов – следить за ним, отправлять задания и вопросы. Получится ли у Тани Равиловой выполнить все задачи, узнаем в течение выпуска. СПК «Родина» – роботизированная ферма на 140 голов. 2 робота Даяра работают на ферме круглосуточно. Для буренок это практически спа-салон. Коровы сами выбирают время, когда подходить к аппарату для дойки, а специальный робот быстро и точно сдаивает все молоко. После этого корова снова может вернуться к своим обычным делам – отдыху и поеданию сена. Мое задание – подои корову. Ферма роботизированная, но для Тани нашли коровник старого образца и даже разрешили подоить корову вручную. Ставь ведро, ставь сюда, вот ведро, вот так. Сильнее нажимай. А ей не больно? Нет. Ребята, ну я могу сказать вам, что это реальная работа. Это очень тяжело. Как вы вообще, это физически трудный, это физически трудная работа. И это вот мы надоели всего ничего, да? Это вот Да. капелюшка. Мало еще, мало. Чтобы одну корову выдоить, нужно просто быть железной женщиной, такой, как она. За последние 5 лет ферма преобразилась. Реконструировали помещения для молодняка, построили гараж для техники и обзавелись камерами видеонаблюдения, чтобы каждая буренка чувствовала себя в безопасности. На будущее у нас идет кормоцех на всю эту поголовье стада, чтобы люди не 5 человек работали, а 1 работал. Все, чтобы выполняли работу роботы. В данный момент у нас идет кормление коров по весам. Каждый корм дается по грамулькам, все это перемешивается, монокорм делается. Могу показать. Эта ферма первая роботизированная в Малопургинском районе. Всего в республике за последние 5 лет открыли 170 молочных производств. Благодаря этому Удмуртия вырвалась в топ-5 по производству молока и попала в 10 регионов по производству сыров. На поддержку фермеров и сельского хозяйства в последние годы направили более 1 миллиарда рублей. Узнай, какой домашний сыр самый популярный среди туристов. Светлана, сколько сыров на вашей крафтовой сыроварне вы делаете? Сколько сортов?
Ну, на сегодняшний день, наверное, более 50. Светлана Каратаева, сыровар, разводит коров и коз на частной ферме. Сыр готовит на 100 заквасках. По первой профессии Светлана историк, но любовь к сыроварению в корне изменила ее жизнь. И какой самый популярный у туристов, которые вот к вам сюда доезжают? Ну вот, все же самый популярный и который ожидаемый для них, это халуми. Халуми, который готовится специально для жарки. Халуми – это средиземноморская история. Он хорош тем, что он после приготовления от сушки замораживается. А это значит хранится вечно. Во-первых, это хорошо для сыровара, это хорошо для клиента. Он увез, и у него спокойно в любой момент есть возможность приготовить этот сыр. А хозяйке особенно, которая хочет прослыть молодцом на кухне, то это вообще шикарно. Я всегда мечтала участвовать в таком шоу, где я пробую, остальные снимают. И ждут, пока мы попробуем, и потом они будут доедать. Мне вот всегда нравилась эта концепция. К Светлане приезжают туристы не только со всей России, но и из-за границы. И ей всегда есть чем угостить и удивить гостей. Удмуртский норинский лук, швейцарский белперкнолле, французский камамбер. Здесь легко найти сыр на любой вкус и запрос. А после дегустации 15 сортов голодным уйти просто невозможно. Он холодный тоже вкусный, но горячий он получается вот такой вот самый ароматный. И он горячий, не жесткий никогда. Если еще говорить, что от него не толстеют, вообще можно съесть. Но от сыра, если от него не толстеют, О, боже мой, хороший. так да, от него не толстеют, точно. Ну, на меня посмотрите. Очень вкусно, мне все очень нравится. Хочется накормить ребят. Не очень сильно на самом деле, но хочется. В Норье есть еще одно излюбленное место туристов – Малодивеевский Серафимовский женский монастырь. Летом, благодаря цветущим садам и небольшому прудику, территория монастыря становится еще краше. Ну что, Таня, расскажи, как тебе вообще сегодняшний день, как тебе на роботизированной ферме, как тебе сыр, делись впечатлениями. Ну давай так, я сегодня впервые в жизни доила корову. У меня до сих пор руки пахнут коровьим выменем, несмотря на то, что я их раз 5 уже помыла. Я сегодня попробовала фермерские сыры, ты знаешь, какой я вывод могу сделать? Решают не роботы, решают люди. Вот что в Монье, что здесь, в Норье, решает человек, который занимается определенным ремеслом. И вот глядя на этих людей, я могу точно с уверенностью сказать, что Удмуртия – территория будущего.